Привет, друзья! В конце прошлой недели стало известно, что 11 июля в Гагаузию должна была приехать президент страны Майя Санду. Но она отменила свой визит. О запланированном, а затем и отмененном визите Майи Санду журналисту Нокта сообщил депутат Народного собрания Гагаузии Георгий Лечу. Некоторые СМИ сообщили, что визит в Гагаузию был отменен из-за занятости главы государства. После отмены визита гагаузские депутаты начали кто как умеет высказываться о том, как им важно было бы встретиться с Санду. А российская пропаганда и пророссийские СМИ в Молдове начали выдвигать теории о том, что Майю Санду якобы напугали протесты, организованные в Гагаузии в конце прошлой недели. Что же хотели обсудить депутаты на встрече с Санду и почему так расстроились тем, что эта встреча не состоялась? Например, депутат Леонид Кися признался, что хотел спросить у президента, как выжить с такими ценами. К слову, Леонид входит в пятерку самых богатых депутатов Народного собрания, согласно его декларации о доходах. Ну, а если Леонид о народе думает, то в Гагаузии есть свой бюджет и возможность помогать тем, кто в сложной ситуации. Для этого властям Гагаузии нужно разработать стратегию, программу поддержки в целом, приложить чуть больше усилий, чем выгонять журналистов с заседания Народного собрания. Сегодня Майя Санду встретилась со спикером Народного собрания Дмитрием Константиновым в Кишиневе. Пресс-релиз о встрече президента со спикером НСГ вышел на сайте администрации президента во второй половине сегодняшнего дня. На данный момент это единственная информация о встрече. Из пресс-релиза мы узнаем, что Санду с Константиновым обсудили кризисы, спровоцированные войной в Украине, и действия, которые необходимо предпринять для информирования людей о преимуществах процесса интеграции в Европейский Союз. Хороший ход со стороны Майи Санду в ответ на истерию в Гагаузии по поводу необходимости президента приехать в автономию. Но давайте обсудим эту истерию и насколько она обоснована. После своего избрания президентом Майя Санду побывала в Гагаузии всего один раз, летом прошлого года, для встречи с примарами по приглашению Союза примаров Гагаузии. Тогда башканы Гагаузии Ирина Влах и спикер Народного собрания Владимир Киса, которых не приглашали на ту встречу, пытались пристыдить президента. В итоге Влах перепутала название государственных органов и оказалась в луже. Вас поздравить с вступлением в эту должность. Хотели это сделать на инаугурации. К сожалению, не случилось. Ну вот, Потом, сегодня да, приглашение ассоциации конечно, примаров, хотели и у вас сделать есть это, такое... да. Делаем. Была такая ситуация, когда хотели это сделать на одном из заседаний Высшего совета, магистратуры, опять же не получилось. Магистратура? Безопасность. Да. Но, опять же, не Ну, в получилось. Совете Безопасности мы боремся с коррупцией. Влах тогда же жаловалась, что ее не включили в Совет Безопасности, на что Санду ей ответила, что в Совете Безопасности занимается борьбой с коррупцией. Все поняли этот намек, кроме Влах, который, собственно, этот намек и был адресован. После этого Ирина Влах на всех международных площадках, куда ее приглашали в качестве главы автономии, говорила только об отсутствии диалога с президентом. Основной претензией было то, что ее не пригласили на инаугурацию Майи Санду. На какое-то время Ирина Влах оседлала тему нехватки общения с Майей Санду, однако после их встречи в администрации президента в прошлом году эта тема перестала быть актуальной. Однако это благодатная тема, и можно сколько угодно критиковать президента за что угодно, несмотря на то, что Молдова парламентская республика, а у президента в такой системе ограниченные полномочия. Я не говорю, что президента не надо критиковать. Критика штука полезная, но критика должна быть обоснованной и не ради критики, и тем более не ради того, чтобы скрыть свою несостоятельность и неспособность использовать свои полномочия для решения проблем на местном уровне. Теперь на встрече с Майей Санду настаивают уже депутаты Народного собрания Гагаузии, причем депутаты из блока коммунистов и социалистов. Они даже не пытаются играть в дипломатию и прямо говорят, что Майя Санду должна приехать и отчитаться перед ними за все, что происходит в стране. У меня возникает вопрос, почему гагаузские политики так одержимы встречей с Майей Санду? Да, есть красивые аргументы от некоторых депутатов Народного собрания о диалоге на благо общества и общего будущего. И это правда, диалог нужен. Но я не вижу, чтобы гагаузские политики намеревались обсуждать с президентом какие-то конкретные вещи, касающиеся развития Гагаузии, улучшения жизни в регионе, борьбы с кризисом или другие насущные проблемы. Не абстрактное, а как же жить дальше, а конкретные вещи, где компетенции президента могут пригодиться.
Вы их слышали или, может, видели? Я нет. Из того, что я слышал, ясно, что депутаты намерены призвать Майю Санду к ответу за все, что происходит не только у нас в стране, но и в соседней Украине. Как я уже отметил, мы живем в парламентской республике. Основные решения принимаются парламентом. В парламенте заседают 3 депутатов-уроженцев Гагаузии. Все они прошли в парламент по партийным спискам и никакой политической самостоятельности не имеют. Но все же констатируем, что они там есть. Действует рабочая группа Народного собрания Гагаузии и парламента Республики Молдова. Действуют достаточно активно. Члены этой группы встречаются, обсуждают вопросы, выпускают пресс-релизы. Очевидно, что и там можно обсуждать важные для автономии вопросы, которые накопились у гагаузских депутатов. Разработкой и внедрением государственных политик и основных решений занимается правительство. Членом правительства по праву должности является Башкан Гагаузии, которая, по идее, должна быть голосом Гагаузии в правительстве. Как звучит голос Гагаузии в правительстве, в исполнении Ирины Влах мы все видели. В то время, когда у Гагаузии отняли налоговую инспекцию. Башкан молчала в тряпочку, когда правительство демократов лишало Гагаузию, по сути, важнейшей финансовой компетенции. Зато, когда Майя Санду не пригласила на инаугурацию у Ирины Влах, прорезался голос, даже на международных площадках. Как говорится, у всех свои приоритеты. Взять ту же декларацию Народного собрания о получении Молдовой статуса кандидата в Европейский Союз. Депутаты обиделись на центральные власти за то, что их не привлекли в комиссию по заполнению анкеты на вступление в ЕС. Курировало этот процесс правительство, членом которого является Башкан Гагаузии. Мы не видели от Башкана, как и от Народного собрания, предложений, касающихся Гагаузии в контексте заполнения анкеты. Гагаузские политики любят жаловаться на то, что страна в кризисе и жители автономии находятся на грани выживания. Говорят они об этом уже 3-й год с начала пандемии. Ограничения пандемии и засуха 2020 года повлекли за собой серьезный финансовый кризис для Молдовы и для Гагаузии. Последствия этого кризиса не закончились и в 2022 году. На них наложилось еще несколько кризисов. Газовый шантаж России и последовавший за ним кризис в энергетике и кризис, вызванный войной России против Украины. Нарушение цепочек поставок и последовавший за этим стремительный рост цен. Власти Гагаузии признают, что мы находимся в кризисе. Но на протяжении всех этих 3 лет не было подготовлено ни стратегии, ни плана действий, ни каких-то местных проектов по выходу из кризиса и поддержке людей, находящихся в сложной ситуации. И если у исполкома и Народного собрания нет потенциала, чтобы подготовить такие документы, то можно привлечь помощь от международных партнеров. Деньги на это, очевидно, есть. Башкан в год пандемии отремонтировал свой кабинет на 1,2 миллиона леев из средств Европейского Союза. Исполком не стесняется обновлять автопарк для чиновников, проводятся шикарные мероприятия на миллионы леев. В принципе, эти деньги можно было бы потратить не только на разработку стратегий, но и на помощь населению, о котором так переживают власти Гагаузии. Окей, мы в кризисе, что делать дальше? Звать Майю Санду, чтобы получить дешевые политические очки, или работать в рамках своих достаточно широких компетенций? Выбор властей Гагаузии оказался очевиден, и он не в пользу работы, а в пользу популизма и дестабилизации ситуации в регионе. В Гагаузии есть собственный бюджет, но, повторюсь, за 3 года кризиса власти Гагаузии не представили никаких действенных мер или программ по устранению последствий кризиса и помощи населению и бизнесу в этой ситуации. В год пандемии исполком запросил у Народного собрания 25 миллионов леев на борьбу с пандемией. В эту же сумму после долгих политических споров заложили деньги на ремонт инфекционного отделения в Вулканештах. Как были освоены эти деньги и какой был получен результат, исполком не отчитался до сих пор. Инфекционное отделение не отремонтировано. Помимо этого, за 3 года нескончаемого глобального кризиса власти Гагаузии не предприняли ничего, чтобы помочь Гагаузии справиться с ударом кризиса. А мы говорим о регионе с особыми и широкими экономическими и финансовыми полномочиями. Когда в мире была благоприятная экономическая обстановка, еще до кризиса с ковидом исполком тратил деньги налево и направо. Тогда вам и программа поддержки рождаемости, и программа поддержки материнства, и по 500 лей каждому пенсионеру за отопление, сертификаты с суммами из бюджета, и чуть ли не каждый лей вручала лично Ирина Влах, будто это ее деньги.
Но это было в 2018 предвыборный год. И в 2019 год выборов Башкана. Ирина Влах переизбиралась тогда. И социальные программы в нарушение всех бюджетных процессов лились как из рога изобилия, создавая иллюзию успешности и развитости Гагаузии. Помнится, как исполком рапортовал, что бюджет Гагаузии достиг 1 миллиарда лей. А сейчас, когда реальный кризис, мы не видим никаких программ поддержки малоимущих. Исполком не спешит с мерами компенсации счетов за газ, потому что тогда не было кризиса, и раздав несколько сотен лей тысячам людей или несколько тысяч сотням людей, можно было создать иллюзию заботы. И социальные программы Ирины Влах в период ее первого мандата на самом деле были не социальными программами, а пиаром и предвыборной кампанией перед башканскими выборами 2019 года. Никто не проверял эффективность социальных программ Ирины Влах, и не анализировал их необходимость. Сейчас сотнями лей для тысяч людей или тысячами лей для нескольких сотен не отделаешься. Сейчас нужно гораздо больше. Речь идет о десятках, если не сотнях миллионов лей. И сейчас жители Гагаузии нуждаются в помощи гораздо больше, чем те, кому Ирина Влах выделяла деньги в рамках ее так называемых социальных программ. Но почему-то мы не видим стремления исполкома и властей Гагаузии в целом помочь жителям автономии в этой ситуации. И оно неудивительно. Бюджета нет, денег у региона нет. В бюджете дыра из-за неэффективного расходования бюджетных средств и отсутствия реальных программ по стимулированию экономики региона. Мне кажется, в исполкоме вообще не смогут ответить на вопрос, есть ли у Гагаузии экономика и какой у Гагаузии региональный валовый продукт. Хотя Гагаузия претендует на право участвовать и влиять на внешнеэкономическую деятельность Республики Молдова. Или взять ту же газовую комиссию Народного собрания. Помните, в Народном собрании создали комиссию для переговоров с «Газпромом» о поставках в Гагаузию природного российского газа по низким ценам. В эту комиссию входил тот самый Леонид Косяк, который хочет задать президенту вопрос, как жить дальше, несмотря на то, что в прошлом году заработал 5 миллионов лей. Тогда газовую комиссию НСГ спросили, связалась ли она с центральными властями страны по вопросу поставок российского природного газа в Гагаузию. На это Леонид Косяк ответил, они сами должны приходить к нам и быть инициаторами таких действий. Они должны понимать, что не только тут в регионе у нас такая катастрофа, по всей Молдове. И я думаю, что они должны сами приходить к нам, к исполнительному комитету, и сами быть инициаторами таких действий. Слушайте, в феврале месяце вы замахнулись на переговоры с «Газпромом». Сегодня ждете президента, чтобы спросить, как жить дальше. И, кстати, где природный газ для Гагаузии? Неужто баллоны закончились? Или ведра? Не знаю, в чем вы собирались его привозить в Гагаузию. Может, перед тем, как звать президента гагаузским политикам, нужно убедиться, что они воспользовались своими полномочиями и выполнили домашнее задание, чтобы справиться с ситуацией в Гагаузии. Простите, но уже июль на дворе, а у Гагаузии еще нет функционального бюджета. Закон о бюджете ветировала Башкан. Ее вето преодолело Народное собрание, но отменила апелляционная палата. Финальное решение по закону о бюджете Гагаузии вынесет Высшая судебная палата. Пока бюджет Гагаузии в воздухе, бюджета по сути нет. Это говорит о том, что в Гагаузии нет видения и, судя по всему, желания решать внутренние проблемы автономии. Что может сделать в этой ситуации президент, если Народное собрание и исполком не могут договориться, а страдает Гагаузия? Конечно же, в исполкоме скажут, что зарплаты выплачиваются вовремя. Они, конечно, выплачиваются вовремя, но бюджет не про зарплаты, а про развитие и управление кризисом. Примечательно и поведение российских и пророссийских СМИ, которые выдают отказ президента приехать как страх перед протестами в Гагаузии. В то же время сложно сказать, что в Гагаузии наблюдаются масштабные протесты. Протесты организуют и участвуют в них люди и общественные деятели с пророссийской позицией. Например, в прошлую пятницу в Камрате прошел автопробег против повышения цен на топливо. Где логика в этом автопробеге, я не понимаю. Заправить машину дорогим топливом, чтобы организовать пробег в знак протеста против роста цен на топливо. Все равно, что назло кондуктору куплю билет и пойду пешком. Любят гагаузы автопробеги, что тут поделаешь. Автопробег собрал немного участников. Через пару дней после автопробега председатель наблюдательного совета телерадиокомпании ГРТ Михаил Влах решил организовать митинг в Камрате, на этот раз против роста цен в общем. Митинг тоже получился немноголюдным, несмотря на то, что был проведен в послеобеденное время, когда работники рынков уходят домой. Тем не менее, организаторы даже пообещали перекрыть дорогу, чтобы в Гагаузию приехала Майя Санду.
Очень странно, что Михаил Влах, сторонник спикера НСГ Дмитрия Константинова, почему-то стесняется говорить о роли местных политиков и что они могли бы сделать, чтобы помочь людям справиться с кризисом в этой ситуации. Он тоже ждет приезда Майи Санду. Эти два немноголюдных протеста были представлены российской пропагандой как серьезное протестное движение, которого якобы испугалась Майя Санду. Я повторюсь еще раз. Диалог президента и представителей Гагаузии нужен. Но когда обе стороны заинтересованы в диалоге. Сегодня в Гагаузии ждут Майю Санду для очередной провокации. Гагаузские власти и общественники публично демонстрируют свое намерение устроить публичную порку президенту. При этом не озвучивают никаких конструктивных предложений, обсуждение которых с президентом могло бы положительно повлиять на развитие Гагаузии и на повышение уровня жизни рядовых граждан. Майя Санду, демонизированная в Гагаузии российской пропагандой, стала легкой мишенью для гагаузских политиков и легким способом заработать политические очки. Они культивируют и провоцируют ненависть к президенту, обвиняя ее во всех проблемах, которые есть в стране. При этом они даже не признают, что Россия напала на Украину и что война, развязанная Путиным, принесла немало горя и Молдове, и Гагаузии. Это публичные лица, которые должны понимать, какие у президента полномочия и компетенции, на что она может влиять, а на что нет. Или они делают вид, что не понимают и вводят людей в заблуждение, или не понимают на самом деле и продолжают использовать Майю Санду как отвлекающий маневр от своей некомпетентности и неспособности управлять Гагаузией. Оба варианта не приносят пользы для Гагаузии. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь этим видео, чтобы его увидело как можно большее количество людей. С вами был я, Михаил Серкелей. Увидимся в следующем выпуске Nocta Life.